الله أكبر الله أكبر الله أكبر Держаться в государственных масштабах. Такое великое положение Всевышний Аллах даровал Юсуфу после стольких лет испытаний и страданий. Это, несомненно, еще раз свидетельствует о том правиле, которое Всевышний Аллах установил и сообщил нам в суре Аш-Шарх: «Инна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». Воистину, после каждой трудности приходит облегчение, и после каждой трудности приходит облегчение, сказал Всевышний Аллах. И история Юсуфа, алейхиссалям, является явным тому доказательством. И более того, стоит отметить, что эта сура была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, в самый сложный для него период, как говорят ученые. Это период, после смерти его дяди, после смерти его любимой супруги Хадиджи, когда призыв в городе Мекка, он уже достиг своего предела, зашел в некий тупик, и положение мусульман в городе все ухудшалось, ухудшалось и ухудшалось. И в этот момент была ниспослана сура Юсуф, которая также являлась успокоением для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и мусульман. Ведь на примере Юсуфа видно, что праведные рабы Всевышнего Аллаха, какие бы испытания, какие бы трудности они не испытывали в этой жизни, Всевышний Аллах все равно в конечном итоге дарует им облегчение, дарует им благо. И это было радостной вестью для пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и для мекканских мусульман, что Всевышний Аллах непременно одарит их в ближайшее время победой и облегчит их положение. Что в дальнейшем и случилось, было переселение в Медину, где мусульмане зажили совсем уже другой жизнью. И далее что же произошло? Далее произошло именно то, что увидел царь во сне. Было 7 лет урожайных, и по повелению Юсуфа, алейхиссалям, часть урожая они поедали, а часть же урожая они хранили и сберегали именно, как мы поведали, в колосьях, в неочищенном виде. Что в дальнейшем и помогло, когда наступили 7 лет засухи, помогло государству Египта, вот этой частью, где проживал Юсуф, алейхиссалям, именно продержаться эти 7 лет голода и засухи. И что стоит отметить, эта засуха коснулась не только Египта, но и граничащих с ней местностей, в том числе земли Палестины, где жил Якуб, алейхиссалям, отец Юсуфа, и его братья. И эта нужда, как раз таки засуха, голод, побудил их тоже. Они услышали о том, что в Египте есть человек, великий человек, который распоряжается имуществом, и он продает зерно, и можно обратиться к нему и какую-то долю, какую-то часть получить. Услышав об этом, они тоже, братья, направились в Египет к Юсуфу. И Аллах Всевышний говорит в суре Юсуф, 58 аяте: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. И пришли братья Юсуфа. Пришли они в десятером. В десятером старшие братья оставили лишь Биньямина, самого младшего, который пользовался большей любовью Якуба, алейхиссалям, так же, как в свое время пророк Юсуф. И Якуб, алейхиссалям, его не отпустил, потому что он был самым младшим. Остальные же все в десятером отправились в путь. Почему все в десятером вышли? Ученые говорят, потому что Юсуф, алейхиссалям, отмерял пришедшим, спрашивающим по количеству верблюдов. То есть их было 10, каждый на одном верблюде, и получается, зерно им продавали столько, сколько мог унести один верблюд. И получается 10 человек, 10 верблюдов, на каждого верблюда полагается доля зерна. Если бы пришли втроем, то они бы унесли лишь 3 верблюда зерна. И таким образом Юсуф, алейхиссалям, установил правила, чтобы и не обделить, потому что люди нуждаются, у них голод, и в то же время не излишествовать. Он все
рассчитал и все ровно делил. И таким образом братья пришли, фадахалу алейхи, и зашли они к Юсуфу. Прибыли в Египет, зашли к Юсуфу, говорится. И вот эти слова, что они зашли к Юсуфу, с каким вопросом? С вопросом о покупке зерна, свидетельствует о том, что Юсуф, алейхиссалям, сам лично контролировал, да, и совершал все продажи. Он не поручил это кому-то другому, несомненно, он мог это сделать, мог назначить определенных лиц, которые бы распоряжались зерном и торговали. Однако нет, каждую сделку, каждый, да, контракт, скажем, он совершал лично, что свидетельствует о том, как ответственно он подошел к этому поручению. Ведь от этого зависело не просто его личное, да, благосостояние, благосостояние всего государства, всей страны и тысяч человек, которые живут в нем. И также вот это свидетельство о том, что если человек, скажем, руководитель, он знает, что определенное дело, важное дело, которое, да, несет серьезные последствия за собой, он лучше всех может выполнить, ему следует самому этим заниматься, нежели перепоручать кому-то, кто сделает это дело хуже него. Да, это касается важных, глобальных, да, серьезных вопросов. Если человек знает, что он лучше всех это сделает, то ему следует самому взяться за это и выполнить. Далее зашли к нему, фа'арафахум, и он тут же их узнал. Он узнал своих братьев, вахум лаху мункирун, однако они не были сведущи о нем, они не узнали его. Они не узнали его, потому что он был мал, когда они с ним разлучились. Да? И они даже представить не могли, что перед ними может сидеть Юсуф. Они вообще не могли представить, что он выжил, во-первых. Во-вторых, ни в коем случае им даже в голову не могло прийти, что их брат, которого они оставили в колодце, да, затем продали каравану, он мог достичь такого величия, которое они сегодня видят. Поэтому они даже не задумывались об этом и не узнали его. Значит, пришли братья Юсуфа и попросили, да, купить зерно. Они купили это зерно. И в ходе покупки Юсуф, алейхиссалям, разговорился с ними, да, откуда вы, где вы живете, с кем вы живете, какая у вас семья и так далее. Он знал все это, естественно. Однако он скрыл свое знание, да, чтобы они не узнали его в дальнейшем, для того, чтобы для выполнения своей цели. Он скрыл это. И в ходе беседы они рассказали ему, что же вот с Якубом, алейхиссалям, что у них есть младший сын, у него есть младший сын Биньямин, однако, который не смог прийти. И тогда Юсуф, алейхиссалям, после разговора с ними сказал, «Валямма джахазахум биджахазихим», и когда же он снабдил их провизией, нагрузил их верблюдов провизией и зернами, «Каля туни биахиллякум мин абикум», приведите мне своего брата по отцу. Брат по отцу Биньямин. Еще на первом уроке мы сказали, что у Юсуфа было 11 братьев, 10 из них были от одной матери, да, от других матерей, а Биньямин и Юсуф, алейхиссалям, они были от одной матери. У них и отец, и мать была единая. И вот он им говорит, приведите брата своего по отцу. То есть тот, который у вас матери разные, но отец ваш один. «Аля тарауна анни уфил кейля ва ана хайруль мунзилин». Разве вы не видите, что я сполна наполняю меру, и я являюсь наилучшим и самым гостеприимным хозяином? Он оказал им самый радушный прием, одарил их зерном, да, в большем объеме. И таким образом говорит, приведите своего брата, не видите ли, что я гостеприимный, пусть он тоже придет, и вместе с ним вы получите еще больше зерна. Таким образом он их побудил еще раз вернуться в Египет. Но далее также пригрозил, однако если вы не придете с ним ко мне, то я не буду вам отмеривать, и вы даже не приближайтесь ко мне. Вот здесь касательно этой угрозы со стороны Юсуфа, алейхиссалям, есть толкование, которое приводит Ибн Кафир. Ибн Кафир приводит о том, что братья Юсуфу, когда явились, он разговорился с ними и спросил, что вас привело в нашу страну.
да, вы не являетесь ли шпионами? Не являетесь ли шпионами другого государства, которые как бы узнает о наших слабостях, чтобы в эти годы засухи и голода напасть на нас и забрать наш урожай? Таким образом, он их спросил. Они сказали: нет, конечно же, упаси Аллах, мы такие-то, такие-то люди, живем в той-то местности, отец наш Якуб, пророк Всевышнего Аллаха. И после этого Юсуф, алейхиссалям, хорошо, и говорит: я вам поверю, в этот раз я вам отмерю, отпущу вас, но в следующий раз в подтверждении своей правоты вы приведите еще младшего брата, и тогда я вам поверю в том, что вы не являетесь шпионами, и я еще больше вас нагружу зерном, продам вам больше зерна. И далее братья знали, что отец Якуб, конечно же, не согласится отправить Беньямина. И они так и сказали: «Қалу сануравиду анху абаху ва инна лафаилун». Мы постараемся уговорить его отца, и мы непременно сделаем это, сделаем то, что ты у нас просишь. И таким образом они вернулись к себе, к отцу Якубу, да, с верблюдами зерна. Однако, когда они отправлялись в путь, Юсуф, алейхиссалям, сделал еще одну вещь. Он говорит: «Вакаля ли фитьянихи джаалу бидаатухум фи рихалихим». Он сказал своим слугам, рабам, положить, да, деньги, имущество, за которое они купили зерно, эти братья, спрятать среди их имущества. То есть, получается, они пришли, заплатили за зерно им отгрузили на верблюдов, и Юсуф, алейхиссалям, еще вот эту плату сказал рабам спрятать среди имущества в этих верблюдах. Для чего? لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Быть может, когда они вернутся к себе домой, к своим семьям, они найдут это имущество, и это побудит их еще раз вернуться обратно в Египет. Каким образом побудит? Здесь ученые выражают несколько мыслей. Почему Юсуф, алейхиссалям, положил имущество обратно? Да, одна из мыслей то, что Юсуф, алейхиссалям, знал о очень тяжелом положении семьи Якуба и его сыновей, и то, что у них просто не будет возможности финансов, чтобы вернуться для покупки нового зерна. И поэтому он их обратно положил, чтобы это послужило стимулом вернуться и купить еще зерна. Одни ученые говорят, он просто, да, он из-за тяжелого положения своего отца родного и сыновей, он просто не стал брать их имущество. А третьи же еще сказали, то, что увидев это имущество, братья, вернувшись назад, они ощутят некое стеснение, да, стыд за то, что они заплатили, и, возможно, забыли, каким-то образом это имущество вернулось к ним по путанице, и они захотят его вернуть, и вынуждены будут приехать обратно в Египет. Такие вот. Однако, факт такой, что Юсуф, алейхиссалям, имущество, за которое было зерно, куплено зерно, он обратно спрятал среди товара в этих верблюдах. И вернулись братья и рассказали историю своему отцу. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ. И когда они вернулись к своему отцу, قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلِ. О, наш отец, нам не будут больше отмеривать, если ты не отправишь с нами Беньямина. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا. Отправь же с нами нашего брата. نَكْتَلْ. И мы получим свою меру, и он получит свою меру. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. И мы непременно будем его оберегать и защищать. Что это напоминает? Их слова. Это слова напоминают как раз их обещание, когда они просили отправить Юсуфа, алейхиссалям, вместе с ним. Якуб, чем случилось? Они обещали, говорили, что мы его сбережем. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. Именно в такой же форме говорится, и мы будем ему хранителями. Также они говорили о Юсуфе. Якуб, алейхиссалям, да, в этот раз, конечно же, им об этом и напомнил. قال, и он сказал: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتهم عليه من قبل. Разве я доверю вам его так же, как доверил вам его брата до этого? То есть он сказал, что ваши слова, ваши убеждения о том, что вы непременно сбережете его, сохраните его, они никакой
никакого влияния на меня не имеют. Да, из-за этого я его с вами не отправлю. Однако далее говорит, «Фаллаху хайрун хафиза», однако Аллах является наилучшим хранителем, «Ва хуа архамур рахимин», и Он самый милостивый из милостивых. Эти слова указывают на то, что Якуб, алейхиссалям, находился в серьезной нужде. Да, была сильная засуха, голод одолевал, и семью надо было кормить, большое количество детей, да, и супругу, и остальных. И поэтому он все-таки был вынужден Биньямина отправить с братьями. Однако, не доверившись их, не на их обещание, он говорит, я доверяю его Всевышнему Аллаху. Аллаху хайрун хафиза. Однако Аллах является наилучшим хранителем. Я доверяюсь ему и уповаю на него. И далее они рассказали историю, начали распаковывать свое имущество, свои вьюки верблюжьи. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ, и когда они открыли свое имущество, وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. Они что там увидели? Они увидели возвращенное им богатство, за которое они и закупали зерно. И они воскликнули, «Калу, я абана, о наш отец, ма набги, что же нам еще более желать?» И это ли не является доводом, доказательством тому, что нам следует еще раз туда вернуться? «Хадихи бидаатуна руддат илейна», ведь вот оно наше имущество, наши деньги, средства, они вернулись к нам, то есть нам их вернули. И таким образом, да, привели еще один аргумент в пользу того, что им следует вернуться в Египет, и нет в этом никакого страха для них и для его сына Биньямина. Ведь этот человек, да, этот приближенный к царю человек, он не просто нам, он, получается, подарил нам это зерно. Мы выкупили у него, заплатили за все это. Однако он нас загрузил зерном, а потом еще и вернул нам наше имущество. Не это ли свидетельство того, что он не является дурным человеком, а желает нам лишь блага? И раз он просит, чтобы наш младший сын, младший брат пришел с нами, то нам следует, несомненно, так и поступить. Они таким образом тоже аргументировали. И тогда и далее сказали, «Ванамиру ахляна», мы вернемся туда, в Египет, да, обеспечим пропитанием свои семьи, привезем еще зерна. «Ванахфаду ахана ваназдаду кейля баир», мы убережем своего брата, и еще прибавится у нас вьюг верблюда. Если до этого мы вернулись с 10 верблюдами, то еще плюс, из-за того, что брат с нами пойдет, у нас будет еще лишний верблюд с зерном. «Залика кейлю ясир», и это, несомненно, не обременительная мера. То есть в этом нет ничего сложного. Мы один раз уже туда съездили, увидели лишь благо, даже вернули нам наши средства. Следующее, мы также можем съездить и даже с большей выгодой вернуться. Таким образом, они аргументировали, и все-таки Якуб, алейхиссалям, ввиду нужды также согласился отправить Биньямина с ними в Египет. Но он сделал условие, поставил им условие, «Фаиллям та'туни бихи», поставил им условие, «Каля лан урсилаху ма'акум, حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم». Я не отправлю его с вами, если только вы не дадите обещание, не поклянетесь Аллахом, что вы приведете его в сохранности и сбережете его. Если только вас не окружат и не погубят, не убьют в пути. То есть, если только вы сделаете все, что от вас зависит, однако, если, несмотря на это, с вами произойдет беда, да, то я этого пойму. فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. Когда же они дали свой обет, поклялись, да, в сохранности Биньямина, он сказал, Аллах является попечителем и свидетелем тому, что мы говорим. Братья собрались в путь, снарядили верблюдов, и тут Якуб, алейхиссалям, дает им напутственное наставление, говоря следующее. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. О мои сыновья, когда вы прибудете в город,
Мы уже называли название этого города, город Мемфис, да, и у него были большие стены и ворота. Когда, говорит, придете в город, не входите все через одно ворота, а входите через разные ворота. В чем мудрость? Почему им всей толпой, всей делегацией не стоило входить через одни ворота, однако Якуб, алейхиссалям, сказал им разделиться и войти через разные входы. Тут среди ученых есть два мнения. Да. Одни сказали для того, чтобы их не сглазили, да, одно из мнений, что если они все вместе войдут, а они отличались красотой, величием, то горожане могли бы их сглазить, а сглаз, несомненно, он истина, сглаз истина, и человек может пострадать из-за него. Второе же интересное мнение, то что войди они все через одни ворота, это могло внести некое подозрение к ним со стороны горожан или даже со стороны стражников города, которые могли бы их задержать, откуда вы прибыли, какая ваша цель, возможно, даже заточить их в темницу до выяснения обстоятельств, ведь большая делегация, да, какие-то незнакомые люди прибыли в город, и чтобы в дальнейшем задержала их поездку и их задачу. Такие разные есть мнения и мысли. Таким образом, Якуб, алейхиссалям, что сделал? Он научил их некой причине для избежания беды, для избежания несчастья, беды, которое могло их постигнуть. Заходите с разных дверей. Однако далее говорит: وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. Однако я не могу ничем помочь вам вопреки воле Всевышнего Аллаха. Вот это урок от Якуба, алейхиссалям, своим сыновьям, того, как человек верующий должен уповать на Всевышнего Аллаха. Значит, они направились в путь. Есть угроза того, что с ними приключится несчастье. И во избежание этого несчастья Якуб, алейхиссалям, научил их некой причине. Единственное, что он мог сделать. Он не мог с ними сам поехать. Он лишь обучил их неким хитростям, которую сам знал для избежания этой беды. Причину, значит, чтобы они выполнили. И далее, однако, сразу же подчеркнул, что все эти причины, которые вы будете выполнять, которым я вас научил, они помогут лишь в том случае, если на то будет воля Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И как раз аят он завершает, говоря: «Алейхи таваккальту, алейхи фальятаваккалил мутаваккилун». На него я уповаю, и пусть на него же уповают уповающие, мутаваккилун. Вот это и есть, да, вот это еще один пример того, как правильно на Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, нужно уповать. Если хочешь достигнуть какой-то цели, нужно выполнять причины, правильные, дозволенные шариатом причины, ведущие к этой цели, однако в сердце быть твердо убежденным в том, что результат сам будет зависеть лишь от воли и решения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И если после выполнения всех причин ты достигнешь желаемого результата, у тебя будут две радости. Это то, что ты правильно уповал на Аллаха, выполнил причины и достиг желаемого результата. Однако, если ты выполнил все причины и результат не пришел, то ты все равно радуешься тому, что ты все, что от тебя зависело, сделал, и будешь спокоен в момент, какой бы результат ни был. Потому что ты все, что от тебя требовалось, все возможные причины сделал. Да? Как и поступил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в истории переселения в Медину. Вот эта история переселения в Медину также является явным примером того, как мусульманин должен уповать на Всевышнего Аллаха. Вкратце, если упомянем, то пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, когда пришло повеление от Всевышнего Аллаха переселиться ему в Медину, что он сделал? Он не вышел через парадную дверь, парадный вход из Мекки, сказав: «Все, я от вас уезжаю», да, в другой город. И сказав: «Я уповаю на Всевышнего Аллаха», и киттем, я пошел. Нет. Что он сделал? Была очень серьезная, детальная, тщательная подготовка вместе с Абу Бакром, радийаллаху анху. Они тщательно распланировали.
они вообще направились не в сторону Медины, а направились в абсолютно противоположную сторону от Медины, для того, чтобы обезопасить себя неким образом. Потому что первое, что сделают враги, желающие убийства пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи, они сразу же двинутся в сторону Медины, однако не найдут их в пути, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ушел в другую сторону, и находился он там 3 дня и 3 ночи в пещере, в горе, где никто бы их не стал искать. Более того, постоянно, каждый день приносили известие сын Абу Бакра. За сыном Абу Бакра следы заметал пастух Абу Бакра с овцами для того, чтобы не нашли путь и так далее. То есть был нанят путеводитель, который доведет до Медины не основным маршрутом, привычным, через который ходят все караваны, а обходным, откуда никто вообще не ходит. То есть смотрите, как детально и тщательно пророк, саллиллаху алейхи вассалям, все распланировал для переселения в Медину. Однако, несмотря на все это, их все-таки нашли в пещере. Пришли к этой пещере, где они прятались 3 дня, и уже стояли над ними. И Абу Бакр, ради Аллаху анху, услышав эти шаги, и слова, знакомые голоса, он начал волноваться и переживать. Однако пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был спокоен и сказал: «Ля тахзан, инна Аллаха ма'ана», не переживай, не печалься, ведь Аллах с нами. Почему он был спокоен? Потому что все, что от него зависело, все, что он мог сделать, все возможные причины он выполнил, а результат уже от Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. И это и есть правильное упование на Аллаха, то, как верующий мусульманин должен полагаться и надеяться на Аллаха. Привязал верблюда и надеешься, что Аллах его сбережет. Заболел, лечишься. Когда сподвижники спросили у пророка, саллиллаху алейхи вассалям: мы заболеваем, следует ли нам лечиться? Он сказал: лечитесь тадау. Ведь какой бы болезнь Всевышний Аллах не спаслал, Он не спаслал и лечение, кроме старости. И подобных хадисов очень много, и историй от пророка. И вот это наставление самого Якуба, алейхиссалям, тоже об этом и свидетельствует. Идите, выполните причину, которую я вас обучил. Зайдите через разные двери. Однако знайте в сердце, понимаете, что это является лишь причиной и может ничем и не помочь, если предопределено Всевышним Аллахом вас постигнуть. Таким образом, он этому и обучил. То есть человек, он должен проявлять старание, усердие в достижении цели, выполнять причины. Однако важно, чтобы причины не выходили за рамки шариата, за рамки дозволенного, и искренне всем сердцем надеяться на Всевышнего Аллаха и знать, что результат лишь от Него. И на этом мы, иншаллах, сегодня завершим. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Аллаху акбар, Аллаху акбар. الله